Хайырлы акшамлар, добрый вечер на АТР Мосмыслар, в студии Эмне Джипар. И Усман Пашаев. Наш сегодняшний гость Ленур Сеттаров, бизнесмен или экс-депутат. Сейчас экс-бизнесмен или все-таки действующий бизнесмен? Я все-таки действующий бизнесмен. А вы собственник или экс-собственник, так современник? Собственник. Хотя не только я один, это семейный бизнес. А информация о том, что вы продали современник, Это старая информация, и получили да, по-моему, 50 еще? миллионов долларов за это. Ну, такой было много информации, и она исходит из того, что современник часто предлагает купить. В том числе и сейчас. Поэтому, наверное, больше выдают желаемое за действительное. А вот это маски-шоу, которое было где-то месяц назад на вашем предприятии, это часть предложения? Все-таки мы его расценили не как часть предложения. По продаже. История родилась в начале лета. Мы одни из, ну, наверное, мы единственные операторы в Крыму, которые сами занимаются поставкой нефтепродуктов. Вот там был танкер нефтепродуктов, который мы завезли в Украину через порт Керчь. Потом там была некая ситуация, которая привела к тому, что там было возбуждено уголовное дело против каких-то работников Керченской таможни. Ну а мы как раз там разгружались. Наверное, одним из поводов или одним из чего-то там такого были мы. И вот это маски-шоу. Я как раз улетаю в этот день в Америку. Я просто пришел на работу за своим паспортом рано утром. И вас тоже положили лицом на пол, кажется? Нет, закрыли в кабинете, не положили. если не ошибаюсь, да, да? закрыли в кабинете нас. Я пришел, было решение суда, что изъять у нас документы, касающиеся внешнеэкономической деятельности. Эта история напоминает мне историю из советского фильма. У посла медальон, у Шпака магнитофон, у вас забрали сейф с деньгами для сотрудников, да, и 2 макбука. Вернули ли вам добро? Это не в этот раз. До этого у нас была другая ситуация. Мы достаточно часто бываем в подобной ситуации. Но это, я думаю, отношусь к этому как к правилам игры, ведения бизнеса вот у нас в То есть Украине. маски-шоу – это часть Жизни. Часть жизни бизнесмена. Вот если вы хотите быть бизнесменом, то вы должны быть готовы к тому, что такое с вами может быть. Ну вот у нас забрали там документы, которые мы им сразу же и предоставили. Но потом было другое, что забираем все, что нам нужно. Или забираем все, что мы хотим. Ну, отсюда родилось понимание того, что нам просто мешает работать. И вот то, что вы видели. Кому вы пошли за решением этой проблемы? Предложения были, мы живем в коррумпированной стране, конечно, предложения такие были, но я никому не пошел, потому что меня, к моему счастью, выпустили из офиса и выпустили из страны, я улетел. Так, а решился вопрос у вас с уголовным делом? Уголовного дела против нас нет, работники таможни, насколько я знаю, освобождены, но решения суда еще не было. Так и все-таки вернули вам сейф и 2 макбука, те, которые налоговая забрала, да, до того, как это было? Вернули сейф. без Сейчас денег. смешаем две ситуации. Налоговые макбуки – это старая Так ситуация, это же забрали, а маски-шоу да, была документы. последняя ситуация. Забрали Да. документы во время маски-шоу. Значит, тогда забрали 2 макбука, в том числе был один макбук дочери. Их нам не вернули, они почему-то потерялись. Забрали сейф, его вернули, но денег внутри не оказалось. А сколько было денег? Там была зарплата работников базы, я боюсь ошибиться, но что-то около 70 тысяч. Чего? Гривен, Гривен, да, гривен. А как-то попытки найти макбуки и вернуть зарплату сотрудникам? Мы их не делали. Это был подарок. Но это было правило игры. Кстати, сейчас налоговая уже будет называться Министерством доходов и сборов. Это, наверное, часть сборов, такие, да, моменты? Часть такой. Доходов и сборов. Это будет в том числе часть организации по подготовке таких вот шоу, да, перформансов для бизнесменов. Вы как думаете? Ну, как бы оно ни называлось, главная суть... Ивент-агентство такое государственное. Вы знаете, я вам скажу одну вещь, да, наверное, она будет нетипичная, но сам принцип налоговая меняется. И я скажу, что она меняется в лучшую сторону. Может быть, шаги, хотелось бы это, чтобы быстрее было, но, наверное, лучше. Хотя есть признаки того, что... Ленурби, я не помню, чтобы во время маски-шоу еще и отбирали там кассеты и флешки у журналистов, которые это снимают достаточно со стороны, да, вот такая неправильная русская фраза, но далеко со стороны, не внутри офиса, на территории, которая там не подконтрольна в этот момент ни милиции, ни налоговой. Это не запрещенное место. То есть это маски-шоу вокруг современника было яркое, по-моему, ярчайшее за всю историю. Или вы можете более яркие вспомнить примеры, где не было журналистов?
Ну, я хотел сказать немножко о другом. Вот то, что вы говорите, вы абсолютно правы. Это из ряда вон выходящее. Я хотел сказать о другом, что о сути. Суть в какой-то момент начала меняться, но вот куда оно приведет, вопрос там А сложный. в чем вот детали этих изменений? Ну, стало удобнее, может быть, работать в том, что появился некий обмен в электронном виде, то есть можно будет сдавать. Хотя сейчас появилось у налоговой, мои коллеги-бизнесмены знают такое понятие, как никчема. То есть это такая проблема, то есть огромная проблема. Вот это минус. То, что там стали специалисты работать лучше, это плюс. То есть вопрос сравнений, там, где минусы и плюсы, я не могу сказать там, но в моем понимании... Есть шанс, что будут ноутбуки возвращать. Да, и- Есть шанс, что их забирать не будут. Вы сказали, что, будучи бизнесменом в нашей стране, нужно быть готовым так или иначе к таким, да, ситуациям. Да. Ну и как готовите вы свой офис? У вас какой-то режим боевой готовности есть или там? Нашему предприятию уже вот в этом году было 15 лет. На нашей памяти я могу с уверенностью сказать, что это не 5-й, не 6-й, а, наверное, и больше. Мы к этому адаптированы, мы к этому привыкли. Как к этому привыкнуть? Наверное, к этому привыкнуть сложно, но житейский опыт. Ленурбек, ну вот это 50 миллионов долларов в 2008 году, оценка вашего бизнеса, но это хоть какая-то цифра о капитализации бизнеса наших бизнесменов, да? Вот сейчас бы вы во сколько оценили свой бизнес? Вы знаете, лучший год для бизнеса в Украине был это именно 2008 год, когда все активы наши стоили дороже. То есть это был пик? Это, я думаю, что был пик. Как сейчас, конечно, активы в цене падают. Ну, по-моему, не такие активы, как у вас. Розничная сеть Да, автозаправок. розничные И плюс сети. у вас же было эксклюзивное такое, по-моему, право заправлять самолеты, да, в аэропорту Симферополь. Оно у нас Как оно правильно теоретически- называется? Не Да. эксклюзивно, не эксклюзивно. На этом рынке в Украине Коломойский, по-моему, был главным. Вы знаете, мы в 2003 или 2005 году мы купили предприятие, которое было монополистом в этом бизнесе. Но нас в аэропорт не пустили. Мы владеем этим предприятием, у нас есть эти активы. Мы будем этим заниматься, мы к этому готовимся, но до сих пор мы этого не сделали. Да, у нас это есть. У нас до эфира с вами были господин Зубков, да, это директор зоопарка «Сказка» и бизнесмен Энвер Абдраимов, и которые затруднились назвать ликвидность, ну и капитализацию своего бизнеса сегодня. Да? То есть они никаких цифр не назвали и сказали, что им сложно, не знают. Сколько стоит ваш бизнес сегодня? Вы знаете, бизнес, он стоит столько, сколько за него дают. То есть... Без маски шоу. Сколько за него маски дают, шоу. без маски шоу. Да. Поэтому сказать, что мой бизнес стоит вот какую-то сумму, сколько за него дадут, вот это и есть его рыночная оценка. То есть если сегодня... А последнее предложение когда было продать? Последнее предложение у нас было в начале этого года. Полностью продать или какие-то доли? Смотрите, к нам обратился еще Банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и Александр развития. Викторович? Нет. Нет? У него просто банк. Это Европейский банк реконструкции и развития. ЕБРР. ЕБРР, да. И он нам предложил продать, или вернее войти в капитализацию нашу, в капитал нашего бизнеса. Мы рассматривали этот вариант, и когда мы услышали, что они хотят там, купить 50% и плюс одну акцию, мы, конечно, сказали нет. Потом было предложение 40%, потом было предложение, ну, в общем, потом было много предложений, но мы сказали, уже мы не хотим. И вот если бы мы согласились, сказали, да, мы хотим продать условно там 25 или 40%, тогда был бы следующий этап оценка этого бизнеса. И вот тогда бы мы понимали, сколько он стоит. Но, конечно, сказать, что у современника есть одна хорошая черта. Мы, знаете, не росли очень интенсивно, мы пытались построить правильный бизнес. Может, где-то мы там отставали или что-то делали, но сегодня у современника есть потенциал роста. У нас новейшая нефтебаза и самая крупная в Крыму. А сколько заправок в «Современнике»? 30, где 100% собственности. Ну, много лет у вас была такая связка братьев, да? Ваш старший брат в политике, на публичных должностях министерских, по-моему, и в Минздраве, и в Минтруда Крыма, а вы в бизнесе, да? Это такое было внутрисемейное разделение труда. Потом через какое-то время вы тоже оказались в политике, да? Вы были и в Горсовете, и в Верховной Раде Крыма. Только горсовет. Я был депутатом городского совета. Только городского совета. Да. Но произошел уход, да, и брата из политики, и вас из политики. Вы знаете, надо это все когда-то, наверное, попробовать. Вот я попробовал. Мне это не интересно. Я вообще считаю, что парламентаризм на каком-то местном уровне у нас в Крыму его нет, он умер. А что есть на местном уровне?
Ну, парламентаризма нет точно. А парламентаризм на крымско-татарском уровне? А вот я сейчас вам скажу тогда. И я считаю, что сегодня вот эти все депутатские уровни – это клуб разбитых амбиций. Или не оправдавшихся амбиций. Или еще чего-то. Вот почему я этим не занимаюсь. Какие ваши амбиции разбились И не оправдались. Я в первую очередь пошел, хотел свой поселок сделать. Я понял, что я этого сделать не могу. В силу там ряда причин. И очень многих. И поэтому обещать и не делать как-то сложно. Потом Вы тебя хотели, обращаются придя во люди. власть, лоббировать бюджетное финансирование вашего поселка? Да, я хотел сделать своим поселком. Через горсовет? Единственное, что там мне удалось, наверное, сделать, хорошее дело, мы там как-то привели в порядок городскую свалку. Это Вот этим ваш я- поселок? Это... Каменка. Каменка. Мы здесь с вами соседи, да. Мы его как-то более-менее привели в порядок. Вот этот единственный плюс, там, который я, наверное, сделал. Я уже достаточно обеспеченный человек, мне не нужно было там что-то из бюджета, мне не нужно был там какой-то кусок земли, мне этого было не нужно. И защищать бизнес не нужно, да, на таком уровне? Его А можно... на таком уровне нельзя защищать бизнес. А на каком уровне можно защищать бизнес? Бизнес, вопрос не в уровне, вопрос в тебе самом. Ты только сам, собственник, защищаешь свой бизнес. И от того, что если у тебя регалии или нет, это не самое главное. Самое главное, насколько ты сам готов его защищать. А это уже твоя харизматичность, твое понимание, образование и так далее, и так далее, и так далее. Вы себя считаете харизматичным человеком? А любой руководитель, бизнесмен должен быть как-то И харизматичным. мы ушли от ответа на вопрос о парламентаризме в крымско-татарской среде. Там, в общей среде, да, на уровне Горсовета Верховных Рад Крыма, Украины, это клуб разбитых амбиций, а Курултай, Меджлисы. Курултай, Меджлис – это все-таки это самое лучшее, то, что у нас есть в среде крымско-татарской. Мы должны это поддерживать обязательно. Я все-таки уверен в том, что абсолютное там большинство все-таки патриотов. А вопрос там несогласованности какой-то внешних там, вы знаете, мне кажется, что это все-таки проблема роста. Со временем все этих вопросов, которые нас разделяют, их будет меньше и меньше. Вот неделю назад был... И еще, знаете, в этом разделении много искусственного. неделю Мы, назад естественно, попадаемся на это. был Энвер Абдураимов, владелец компании «Илим», и он, вы знаете, его критику в адрес Меджлиса о том, что Меджлис не должен находиться в оппозиции, а сотрудничать с каждой властью, которая приходит... Со всеми со всеми, с любой властью, которая находится в Украине. Ваше мнение на этот счет? Вы знаете, я не слышал это высказывание, но вот мне очень не нравится такое выражение прагматичность. Вот я ради прагматичных там чего-то готов сделать вот чего-то. В нашей ситуации это, мне кажется, не так. Вот у нас есть цель, мы должны двигаться к ней. Какая у нас цель? У нас все-таки цель, первая, мы должны вернуть всех своих соотечественников, где бы они ни жили, или создать им условия. Вторая наша цель – И обеспечить... без сотрудничества с властью это невозможно. Вы знаете, мы вернули сюда не потому, что мы сотрудничали с властью, а, наверное, потому, что мы сделали это вопреки. Поэтому вот если посмотреть на нашу историю, мало побед у нас, где мы вот сотрудничая что-то решили. Наверное, больше у нас побед потому, что у нас была некая последовательная позиция, и вот мы ее добивались. Несмотря на то, что вот и были и коммунисты, и были и там, кто бы там ни был. Мы ее добивались, потому что мы были последовательны. Скоро предстоят выборы в Курултае. Вы бы хотели попробовать себя там? Я думаю, что нет. Я, знаете, очень поддерживаю эти институты. Я думаю, что они должны быть обязательны. А как вы Подожди, такие поддерживаете? прагматики, как Абдураимов, критикуют и пойдут туда, на Курултай. Вы знаете, Поддерживаете, но не идете. какую да. идеалистическую или, скажем, позицию оставаться самими собой, вы не идете. Понимаете, я сказал о прагматиках. Вот я не знаю, кого я слышал, и мне говорят, вот там был такой вопрос, вот вы часто меняете партии. А он говорит, вот я, знаете, из прагматичных соображений, вот там По-моему, это был Рисуль Велиляев. Я не знаю. Нет, это был точно не он. Я где-то это Это слышал. был Альберт Кангиев. Нет, я тоже не смотрел Да, эту да, да, передачу. да. Он поменял 4 или 5 партий. Я не смотрел эту. Вы знаете, Курултай и Меджлис, вот там не должно быть вот этого. Прагматичность там должна быть только в одном. Вот мы строим свое государственность, мы ее хотим восстановить. Ближайшие наши цели, наши все должны, соотечественники, все-таки эти поляны протеста должны быть как явление уйти, должны быть все с землей. Мы должны быть... Всех много, а земли мало. Земли достаточно. Земли достаточно, и всем ее хватит. Мы должны каким-то образом поставить вопрос о нашей собственности потерянной.
мы должны там говорить о том, что свой язык, культуру, там, ну и так далее. То есть этих много У ступеней. вас это звучит таким даже очень четким планом, да, по тому, как улучшить жизнь в общем крымских татар. То есть вы пошли в горсовет для того, чтобы улучшить жизнь вашего поселка, но каким-то образом влиять на этот процесс, то, что вы сейчас по пунктам описали, вы хотите в дальнейшем? Или лишь только со стороны, с точки зрения бизнеса и создания рабочих Будете давать сил? советы, конституционные условия, Нет. что нам нужно делать. Рекомендации. Вы знаете, у каждого поколения есть своя Миссия. Вот поколение наших дедушек и бабушек, они должны были выжить. Они должны были выжить, и они должны были родить поколение, которое нас вернуло в Крым. Вот наши родители сделали нам некую базу, нас они в Крым вернули. Ваше поколение должно было заработать денег. Наше поколение теперь должно создать основу для наших детей. Вы знаете, основа что такое? Это мы должны построить дом, мы должны сделать некую собственность, мы должны дать образование и так далее. А вот у наших детей, у следующего поколения, лет через 20-30, будет на самом деле сложная миссия. Они уже будут говорить о том, что давайте все-таки делиться там властью, полномочиями. Мы уже подошли к тому, что мы уже народ большой, мы вырастем, я надеюсь, численно. И вот потом у них будет задачи не менее сложные. Поэтому вот у меня растет сын, ему 2 года. Я вот смотрю на него и думаю, да, вот у него задача будет сложная. Ведь когда вырастет это поколение, я надеюсь, они получат хорошее образование, они уже увидят мир, они не будут расти там за железным занавесом. как Но вы мы. с супругой относитесь к разным поколениям, потому что у вас очень большая разница в возрасте. Как эта дилемма у вас в семье решается? Дилемма какая? Ну вот относительно того, какие задачи у вашего поколения и у супруги вашей, как представительницы совершенно другого поколения. Или она, в принципе, аполитична? Я сказал бы, она больше, наверное, политична. И она просто занимается семьей и детьми. То есть Она ее задача вне этого- увеличивать генофонд? Нет, вы знаете, у нас очень хороший союз, это сказали там разница. У нас очень хороший союз, у нас очень хорошее взаимопонимание. И просто, может быть, мы не дошли. Мы иногда говорим на эти темы. Мы говорим на эти темы, и я рад, что вот, знаете, в этом поколении они такие, вот ватан первер, знаете, такое правильное слово. То есть ваша супруга тоже ватан первер? Да, да. Это ваше чувство возникло тогда, когда она начала, я говорю, участвовать. Она была первая крымская татарка, которая представляла Крым на Мисс Украина, по-моему. Да? С И, 2009 по-моему, первая и год. последняя. Причем Больше. история вашей любви напоминает историю Золушки. Да? Она пришла просить вас о помощи, способствовать ей участвовать в конкурсе. И после этого... После этого? Вы знаете, вы мне обещали на личные темы меня не спрашивать. Ну, Обещали? если хотите, я могу Мы сказать. часто на личные темы спрашиваем. Нет, насколько это, подожди, это из публичной информации, по-моему. Да, потому что абсолютно. была благодарность его в «Голосе Крыма» за, вот так? да, поэтому... За помощь. Если мы что-то сказали, то, что неизвестно Нет, публике, да? хорошо. Вы знаете, я думаю, что союз у нас не случайно. Вообще браки, они как-то... Я вообще глубоко верующий человек. Может быть, я там внешне у меня этих факторов нет, но я глубоко верующий. И я думаю, что эти союзы не случайно, они создаются. Вот наш союз создался за 2 месяца, и он очень, я надеюсь, очень прочный и хороший. Ну так вот, если можно, в 2 словах. И пока плод этого союза только один, да? Вашему сыну 2 года. 2 года, Вы да. говорите, что нам нужно увеличиваться численно. Вы этот процесс Есть хотите желание как-то способствовать этому побольше в процессу? своей семье. У моей жены очень большое желание, так что она перекроет нас 2, я думаю, да. Но к вам за помощью лучше больше претендентам на Мисс Украина не обращаться. Я, знаете, когда ее впервые увидел, и она мне сказала задачу, какая там стоит, мне была эта задача интересна. Вот мне просто было это интересно. Я поэтому помогал. Конечно, мы помогаем, всем помочь невозможно, но вот этот случай мне показался он таким нетипичным, который нужно сделать. Ну хорошо, что еще вам интересно? Что вы могли бы Кому еще готовы финансировать помогать, из альтруистических соображений? Там, не знаю, в спорте, в науке? Не знаю, какие отрасли вас интересуют, куда вы могли бы просто... это нельзя назвать инвестицией, да, это то, что невозвратно. Вы знаете, я сам занимаюсь много спортом, мне спорт, конечно, интересен, но вот я думаю, что больше сейчас нужно инвестировать в язык, в религию, то, что делает народ народом. Вот, допустим, я в библиотеке Гаспринского видел Пушкина, издательство, книгу, автор Пушкин, но книга, если я не ошибаюсь, там 30-х каких-то годов, или вот около 30-х, на татарском языке.
прекрасная, значит, речь татарская. Это не Шемизаде переводы были? Я вот не Совсем помню, но возможно, я думаю, даже. что возможно. Вот почему бы нам не переиздать такую книжку, которая... Вот, знаете, я люблю читать книги на татарском языке, но их ни в одном магазине практически нет. Я вот захожу, и их нет. А вот хотелось бы, чтобы они были, и Ну чтобы и мы вы готовы читали. что-либо сделать, чтобы они появились? Да. Хорошо, инвестировать в крымско-татарский язык – это просто издать книги на крымско-татарском языке, которые прочитают из-под палки 50 студентов КИПУ и ТНУ, фанаты крымско-татарского языка и, в принципе, вот Ну, почему? такие Ученики вот. 13 национальных или 14 национальных школ в То есть, Крыму. Вы знаете, я как не- инвестировать в язык, чтобы язык стал живым, чтобы он ожил? Его надо делать модным. Вот, чтобы язык ожил, надо его делать в модном молодежной среде. Чтобы язык сделать модным в молодежной среде, ну, тут есть несколько факторов, которые... Ну, первое – это численность. Вторая – должна расти прослойка образованных, интеллигентных молодых людей. Но это мы должны как раз-таки родителям это передать. Вот они сделают этот язык модным. Но для этого нужно некие шаги. Там, одно из них – книги. Второе, там, образование, ну и, конечно, самое главное, семья. Я не берусь, я не специалист в этом. Я говорю то, что мне бы хотелось сделать. Но нужно быть специалистом в области языка и говорить о том, как его развивать. Ну, а во что-то вы уже вкладывали? Ну, в основном, конечно, я вкладываю в создание рабочих мест. Это самое главное. Я все-таки бизнесмен, и я не альтруист, я не политический, не какой-то общественной деятельности, я бизнесмен. Конечно. Вы сказали, что То ваша есть вы не компания- верите в эту социальную ответственность бизнеса, да? Верю, и- почему же? Она социальная ответственность бизнеса должна быть. Это обязательное условие. А разве создание рабочих мест – это не социальная ответственность? Смотря каких рабочих мест? Ну, Ну, я смотря, как, создаю в пока той можно, области, в смотря которой я какое работаю. присвоение прибавочного продукта у вас там идет. Ну вот я сейчас занимаюсь вот этим. Чем там еще заниматься? Ну, конечно, это покажет время. Вы сказали, что в вашей компании есть перспектива роста, да? Вот к чему вы стремитесь? Увеличиться? Я так понимаю, все-таки забрать у Коломойского кусок рынка и войти выйти в аэропорт, да? на заправку самолетов, да? Ну, нет, у Коломойского мы забирать ничего не будем. Но вот что такое перспектива роста? Вы знаете, сейчас для таких компаний, как мы, хорошее время. Было как-то время, когда росли компании общенационального типа. Там, вот сейчас создалась ситуация, что у компаний, сказать, местные, у них появился шанс. Почему? В чем он? Ну, первое, сначала, допустим, если посмотреть на наш бизнес. Сначала люди поехали к ним, потому что показалось у них лучше. К ним это к кому? Ну, допустим, тем компаниям, которые общеукраинские. У них топливо дороже. Мы пошли по другому пути. Мы сделали топливо более ниже. Но источники поставки топлива, они одинаковые. Вот мы сегодня, кстати, компания «Современник», та компания, у которой есть прямой договор с Мозырским заводом. Я думаю, что в Крыму никого То есть нет. нет разницы, где заправляться, на Лукойле, на Совершенно. Шелле или на Современнике? А у нас даже будет цена дешевле. То А есть качество бензина? качество бензина, я говорю о заводе, которым будет. Качество бензина – это вопрос контроля, требовательности, нашего отношения к этому бизнесу. И вот люди, заправляясь, начинают понимать, что цена бензина разная, а качество везде приблизительно в ответственных компаниях одинаковое. Поэтому мы компания, у которой есть динамичный рост. Вот ответить на ваш первый вопрос, почему нас там часто хотят купить. Потому что мы все время правильно растем. Вот это один из... А когда-либо И желание... насколько можно будет долго отказывать желающим купить? Понимаете, ну, во-первых, вот сейчас, допустим, его никто не хочет купить, и мы не хотим его продавать. Это семейный бизнес, и мы хотим, чтобы он вот развивался таким путем, чтобы наши дети работали. Мы еще молоды. То есть, вот. А чем Рейд Бей сейчас занимается? А мы работаем вместе. Вместе. То есть он тоже полностью ушел в бизнес, Да. он тоже теперь считает, что все это клуб Разбитых фонарей. амбиций. Ну, я не думаю, я не знаю, как он считает, мы не говорили об этом с ним, но мне кажется, он тоже не хочет вернуться в это. А почему не хочет вернуться? Но бизнес вообще он интересней. Вы знаете, бизнес это вообще это интереснее, чем. Хотя работать на государственной должности высокой, это тоже менеджер высокого уровня, но все-таки бизнес это более живая штука. И тот, кто вот в бизнесе работает и любит бизнес, ему всегда в бизнесе интереснее. То есть вас деньги привлекают больше, чем власть?
Понимаете, бизнес, он, конечно, связан с деньгами, и если ты занимаешься бизнесом, то есть, соответственно, Но ты здесь должен... деньги уже скорее становятся, как, наверное, показатель Следствие, очков, да, как ага. очки-то такие. Это свой азарт, наверное. Ну вот бизнес — это создать что-то такое хорошее, чем ты будешь гордиться. Вот мы на пути к тому, что вот бизнес, он То есть должен... пока вы не гордитесь современником. Горжусь. Я вот много чем горжусь, в том числе и современником. Но вот будут вещи, которые знаковые, которые современник будет еще больше, может А быть. какая недвижимость у вас есть за границей? Недвижимости за границей у меня никакой нет. Почему? Это же как-то недальновидно. Я, знаете, одно время мы поехали с женой, были в Риме, нам очень город понравился. И я вот думал о том, что нам надо иметь какую-то недвижимость. И я просто там гулял, и там есть такое место, где туристы собираются, и там мне очень понравилось кафе «Мороженое». И до такой степени оно мне понравилось, я хотел его купить. Но мне понравились итальянцы. Они говорят, мы не можем обсуждать этот вопрос. Это наш семейный бизнес, он не будет продаваться никогда. А купить рецепт у них, например, или франчайзинг на условии? И Там здесь нет развивать, никакого нет? рецепта, там нет Да, никакого я, франчайзинга, кстати, там есть не только об этом само больше. место. Вы исключаете ситуацию, когда вот Татарча Айтханда портларны топлап, там в один день надо покидать страну. То есть, Как вот, нас вот, Энвер сказал, самодепортироваться. да, самодепортироваться. Нет, да. у нас татар крымских нет места, куда надо самодепортироваться. Это наша конечная точка. Вы знаете, нельзя менять место жительства, потому что вот там что-то не так, здесь что-то не так. Без конца будет что-то не так. Но вот я считаю, что все-таки вот эта точка наша конечная. Я отсюда никуда не Нет, собираюсь. ну у бизнесмена другое мышление. Иногда лучше самодепортироваться, знаете, как покинуть Москву для французов, да, чтобы вернуться. Ну с чем было возвращаться? То есть нельзя исключать того момента, что там что-то произойдет с бизнесом, и надо просто сохранить семью, себя, команду, да, как бы, и либо что-то мы не знаем, чего-то вы не договариваете, Нет, либо... я человек очень откровенный, и я все-таки не думаю так, что я все-таки думаю так, что надо оставаться здесь. То есть ничто не может Да нет, вас никто не говорит, вынудить. что надо ехать, но какие-то наверное, запасные аэродромы, тем более вам что такое аэродром и аэропорт хорошо известно. Понимаете, за границей бизнес мы все-таки не можем. Во-первых, первое, что мы точно я знаю, что мы там бизнесом заниматься не можем. Да, инвестировали себе в недвижимость, сдали в аренду, пусть она даже только на налоги уходит и все. Вот там мой товарищ, один из них, там, купил себе гостиницу в Лондоне. И это, говорит, просто кошмар какой-то. Я купил там гостиницу, думал, что я там, во-первых... Второй купил гостиницу в Испании. Ну, оба они, во-первых, очень проиграли. Цены на них упали. Тот, который в Лондоне, там живут одни какие-то иммигранты, у него бесконечные проблемы с полицией, там какие-то, в общем, неспокойная какая-то обстановка. И он пытается ее продать уже много лет, и желающих на нее нет. Хотя она находится там в каком-то хорошем районе Лондона. Как он говорит, я не видел ее гостиницу. Второй в Испании, там вообще сейчас обвал огромные цены, и он хочет, если даже захотел бы ее продать... Оптом можно покупать. Там, Да, всё, да, да. Или в Греции. Он вложил там в нее какие-то серьезные деньги 6 нолями, а теперь оно не стоит там и третьей, и пятой части. Вот этот бизнес, который там не понимает. И кажется, там, вложив в некую недвижимость, она будет тебе стабильно Вы приносить часто доход. путешествуете? Достаточно часто, да. Где бываете? Я достаточно много стран уже видел, сказать, чтобы там, где бывает, да. Но мне больше нравится... Мне интересно сначала, достаточно часто. Это каждый месяц, каждые 3 месяца. Что для вас уже правило, семейная традиция? Ну, 2 раза в год, как обычно. 2 раза в год. Так как такового большого отпуска у меня нет, поэтому мы ездим там на небольшой период времени. Это сколько? Ну, вот на неделю 10 дней. Но вы с малышом путешествуете, да? Ну, был в том числе и с малышом один раз, но недалеко мы были только в Турции, потому что он еще маленький. А так я люблю все-таки отдых с морем. Я люблю плавать, я серфингист. Поэтому новогодние праздники будут в Эмиратах. Да, в Дубае, судя по всему. В Дубае там же негде, по-моему, поплавать. Или есть? Есть, Можно? но мы вот найдем, где плавать. Я люблю плавать, я достаточно профессионально плаваю, я занимаюсь на серфинге. У меня даже вот свой здесь серфинг. У нас там есть небольшая дача, мы там собираемся, любим это делать. Вообще, вот. А яхта своя есть у вас? Нет, яхты у нас своей нет. Ну, раз у вас такой тесный контакт с морем, может быть, У стоит нас есть задуматься? лодка, у нас есть моторная лодка. Все-таки яхта — это несколько другая штука. Яхты нет, моторная лодка у нас есть, серф у нас есть. Мы как-то так активно отдыхаем на море. Там у нас лодка, лыжи, знаете, там... Но инвестировать в индустрию отдыха и развлечений вам не интересно, да, эти виды бизнеса? Вот сейчас мои партнеры московские говорят об этом, то, что было бы хорошо, чтобы сделать это в Крыму, что-то. Мы сейчас рассматриваем, кстати, такую штуку. То есть вы хотите занять еще какую-то нишу? Вот, по-моему, нам вопрос- сейчас чуть-чуть что-то расскажет. Да, смотрите, тут, пожалуйста, тут секрета нет. Речь идет о том, что сейчас мы рассматриваем несколько другой вариант поставки нефтепродуктов.
И в Крым, и на Украину, возможно, если все будет, это, наверное, будет февраль месяц, когда мы наконец-таки заключим все договора, придем к чему-то. И вот доходы от этого бизнеса нам предлагают вложить вот то, о чем вы говорите. Во что? Мы ничего не сказали. В курортную сферу, да. Но... Что Это именно? строительство Это- гостиницы? Да, и мои партнеры связаны вот с этими мировыми марками, и одни из них там... Сетевые отели вы имеете? в виду? Сетевые отели, да. Один из них вот предлагает, давайте сделаем здесь, какая сеть? в Крыму. Какая Кампинский. сеть? Кампинский, Кампинский, да. Будет ли дойдет... Место присмотрели уже? Вот сейчас вопрос это обсуждение. Но для того, чтобы это сделать, очень много факторов. Ну, один из первых, то, о чем я говорю, надо поставки нефтепродуктов. То есть этого будет недостаточно делать только в Крым. Это надо делать и на Украину в целом. То есть мы тогда должны вырасти в некую, в другую компанию, доходы от которой, там, вот, мои партнеры предлагают, в том числе и мне, вкладывать именно вот в Если это такой новое. рост произойдет, то эта гостиница будет на южном берегу или же в северной части Крыма, или где бы она могла быть? Вы И знаете, быть рентабельной? она, вот это предположение, но у меня есть дача, вот они приезжают ко мне на дачу. Кемпинский Они на, даже, хотят на на базе вашей на вашей даче. И Как там Сакский рядом, Кембридж. да, и там рядом вот есть место, Это где где у им вас очень дача? нравится. Она под Севастополем. И вот им очень нравится это место, и там достаточно такое. Вот, они говорят, что вот здесь это было бы хорошо. А земли там достаточно Да, для... да, достаточно. Ну вот мы еще пока все не решили, поэтому тут сказать, что будет ли это или не будет, это вопрос прожект пока. Февраль вот месяц, к концу февраля, если это все будет, тогда будет приобретать некие очертания того, что это будет. Где вы Одежда- одеваетесь? Одеваюсь, я больше занимается этим моя супруга, хотя я вот в этом, знаете, сказать, что я разбираюсь в этом не очень сильно, но как-то пытаюсь разбираться. Но одежду мне покупает супруга или рекомендует. Но мы одеваемся, мы в Италию ездим, одеваемся, бываем То есть там. здесь шопинг Здесь невозможен? тоже. Да, Вот да. у тебя есть свои коронные вопросы, у меня второй эфир подряд. Что вы подарили на день рождения Мустафе Джемилеву? Да ничего, Вас не пригласили? нет. А разве что есть Это новогодний? уже второй бизнесмен, которого не пригласили на день рождения. А что случилось? Я не бываю на день рождения Мустафы Джемилева никогда. А когда у него день рождения? 13 ноября. Вот был там... Нет, я не был приглашен, я не знал этой даты. Я от всего сердца, от души поздравляю его с днем рождения. Так что, но я не был. То есть политикам вам не приходилось никогда делать подарки? Никому? Ни Могилеву, ни покойному Нет. Джарты, Нет. ни президентам? Нет. Ни разу, ни одного, нигде, никогда. И присутствовать не приходилось на их юбилеях. Ну, мы встречались, же такая традиция. встречались с одним из... Ну, не на день рождения это было. Мы встречались с бывшим президентом. С Кучмой? Нет, с С Ющенко. Ющенко. Да, мы встречались. Не делали мы никаких подарков. Я был... У меня, знаете, нет кумира среди политиков, но вот он мне нравился. Но я, наверное, как раз-таки в числе тех большинства, ожидания которых были больше. И никому не пришлось никогда сделать ни одного. Ну, вот из тех Президент. политиков, о которых вы говорите, нет. Но- Я вообще не люблю, знаете, мне кажется, вот день рождения, вот он как-то больше смахивает на некий подхалимаш, там еще что-то. Но очень многие Но если это крымскотатарские- традиция, то есть как ее избежать? Ну, традиция, наверное, не для всех. Ну, вы же находитесь в обществе, в котором делаете бизнес. Ну, не все правила в обществе, которые есть, они для всех и приемлемы. То есть некоторые люди вот, бывают под всеми правилами, а вот некоторые, наверное, не под всеми. Вот, наверное, я как раз таки отношусь к тем людям, которые вот это правило на меня, к счастью, не распространяется. Я пытаюсь с вами поверить, и наш режиссер уже нам сказал, что, к сожалению, эфир подошел к концу. Саумас. Это был Ленур Ситаров, который назвал политику клубом разбитых амбиций. Да, который И хочет построить Парламентаризм. Парламентаризм, новую гостиницу на своей даче, да. Да, Кемпинский. У своей, да. и у Вот. компании которой есть большая перспектива роста. На всю Украину. До следующей среды.